Ислам часто представляет как очень простую религию. Это просто подчинение Аллаху, Бога Ислама. Но если вы копнете немного глубже, то обнаружите, что в суре 4 Корана, стихе 65, говорится, что подчинение Аллаху требует полного соблюдения всех учений Мухаммеда. Вы правильно расслышали. В исламе вы можете подчиниться Богу, только полностью подчинившись человеку. И именно здесь ислам становится немного сложнее, потому что учение Мухаммеда изложено в тысячах историй, в этих огромных многотомных собраниях хадисов. У большинства христиан и мусульман нет ни времени, ни желания изучать эти книги и разбираться в том, чему учит ислам. Поэтому мусульмане, как правило, прислушиваются к тому, что рассказывают им об исламе их шейхи и имамы. А христиане, к сожалению, как правило, ничего не хотят знать об исламе. И это огромная проблема. В мире насчитывается более 1,6 миллиарда мусульман. Ислам уделяет большое внимание проповеди и привлечению новообращенных. Когда ваши друзья-мусульмане рассказывают вам о том, какой удивительный Коран, или когда ваши дети учатся в колледже и слышат о том, каким замечательным был Мухаммед, не только от своих друзей-мусульман, но и от своих профессоров, было бы чрезвычайно полезно знать некоторую важную информацию об исламе. На самом деле, поскольку христиане и мусульмане сегодня взаимодействуют больше, чем когда-либо прежде, во многом благодаря интернету, я думаю, можно с уверенностью сказать, что христианам в целом, всем нам нужно знать что-то об исламе. Вместо того, чтобы вываливать на вас тонну информации за один раз, я приведу 3 простых стиха из Корана. Итак, я хотел бы, чтобы христиане по всему миру выучили 10 или 15 самых важных стихов из Корана. Но если бы я сократил список всего до 3 абсолютно необходимых стихов, 3 аятов, которые будут помогать вам снова и снова в ваших беседах с мусульманами, то это были бы эти 3. Во-первых, сура 4, стих 157. Суры — это, по сути, главы, поэтому это глава 4, стих 157 Корана. В этом стихе излагается исламский взгляд на распятие Иисуса. Давайте прочтем его в переводе Юсуфа Али, который является самым популярным переводом на английский. «И сказали», здесь речь идет о группе евреев, «и сказали, воистину мы убили Мессию Иису, сына Марьям, посланника Аллаха. Однако они не убили его и не распяли. А это только показалось им. Те, которые припираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его или не убивали его с уверенностью». Обратите внимание, что Иисус не был убит согласно Корану. Он даже не был распят. Ислам отрицает, что распятие Иисуса когда-либо имело место. По крайней мере, таково преобладающее толкование. Некоторые мусульманские ученые интерпретируют этот отрывок по-своему. Например, некоторые мусульманские ученые предполагают, что на самом деле Аллах говорит здесь о том, что если вы думаете, что убили кого-то вроде Иисуса, если вы думаете, что кто-то одержал победу над Иисусом, казнив его, вы ошибаетесь, потому что Иисус все еще жив, и все происходит именно так, как задумал Аллах. Но это мнение меньшинства. Исторически сложилось так, что подавляющее большинство мусульман и мусульманских ученых понимали этот отрывок как полное отрицание распятия Иисуса. Итак, если Иисус никогда не был распят, что же тогда произошло? Стандартная исламская версия гласит, что Аллах чудесным образом переодел кого-то другого, чтобы тот выглядел как Иисус. И именно этот другой человек был распят, а не Иисус. Согласно исламу, вы верите в то, что Иисус умер, потому что Аллах проделал отличную работу, обманув всех. Таким образом, ислам отрицает распятие на кресте, изображая Аллаха божественным обманщиком. Интересная тема для обсуждения. Стих 2, сура 5, стих 47. Мусульмане часто утверждают, что Библия была искажена, но в Коране есть множество стихов, которые показывают, что если Библия была искажена, то Аллах, безусловно, ничего об этом не знает. Сура 5, аят 47 — один из таких аятов. В суре 5, аят 47 Аллах повелевает христианам судить по Евангелию. Аллах говорит: «Пусть люди Инжиля, Евангелия, судят согласно тому, что Аллах ниспослал в нем. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются нечестивцами». Аллах повелевает христианам судить не по Корану, а по Евангелию.
И он говорит, что мы нечестивцы, если этого не делаем. Очевидно, что мы можем судить по Евангелию, только если у нас действительно есть Евангелие. Таким образом, Коран предполагает, что у христиан все еще есть надежные священные писания. Конечно, если мы повинуемся Аллаху и судим по Евангелию, мы должны прийти к выводу, что ислам ложен, потому что мы уже видели, что ислам противоречит Евангелию. В Евангелии говорится, что Иисус умер на кресте. В Коране, сура 4, стих 157, говорится, что Иисус не умер на кресте. Кого из них нам следует послушать? Что ж, Коран предписывает нам судить по Евангелию. Следовательно, если мы слушаем Коран, мы должны отвергнуть его. Понимаете, почему я привел вам эти два стиха? 3 стих, сура 9, стих 29. Если вы никогда не понимали, почему с христианами и другими религиозными меньшинствами так ужасно обращаются в таких местах, как Ирак, Египет и Пакистан, основная причина притеснений содержится в Коране. Аллах повелевает своим последователям, как только их община станет достаточно сильной, насильственно подчинять себе христиан и евреев. Аллах говорит в 9:29. «Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день». Обратите внимание, здесь написано «сражайтесь с теми, которые не верят», а не в целях самообороны. Это приказ сражаться с людьми, основываясь на их убеждениях. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и Его посланник, которые не исповедуют истинную религию. Люди Писания — это иудеи и христиане. Пока они не станут собственноручно платить дань, джизью, оставаясь униженными. Джизья — это денежная дань, которую вы платите людям, стоящим выше вас, чтобы публично признать ваше низкое положение. Аллах повелевает своим последователям сражаться с евреями и христианами до тех пор, пока они не заплатят им эту дань и не почувствуют себя униженными. В 29 стихе 9 суры содержится требование к христианам признать наш статус граждан второго сорта, которые не имеют тех же прав, что и наши мусульманские начальники. Этот приказ, вероятно, привел к большему притеснению, чем любой другой приказ в истории. Интересно, что уже в следующем стихе Корана приводится причина жестокого порабощения христиан. Мы должны подвергаться жестокому угнетению, потому что говорим, что Иисус — Сын Божий. Но почему христиане называют Иисуса Сыном Божьим? Потому что именно так о Нем говорится в Евангелии. Так стоит ли нам отвергать Евангелие? И снова, на основании чего Коран повелевает нам судить? На основании Евангелия. Видите, почему я выбрал 3 отрывка, которые затрагивают темы, чрезвычайно важные для христиан? И все же эти 3 отрывка могут быть связаны таким образом, что выявляются проблемы с божественным происхождением Корана. Выучите эти 3 стиха, и я гарантирую, что у вас сразу же появятся возможности их использовать. Теперь, если вы хотите копнуть немного глубже, чтобы стать еще более опытным в этих темах, в описании есть несколько ссылок на видеоролики, в которых все описано гораздо более подробно. Например, если вы покажете своему другу-мусульманину, что Коран предписывает христианам судить по Евангелию, он или она могут подумать, что в каком-то другом стихе Корана все же утверждается, что Евангелие было искажено. Но у меня есть видео, в котором рассказывается о каждом стихе Корана, в котором упоминается Евангелие. И Аллах всегда подтверждает вдохновение, сохранение и авторитет Евангелия, которое у нас есть. Так что вы можете посмотреть и другие видео для дальнейшего изучения. Если же вы хотите проверить отрывки из Корана, у вас не должно возникнуть проблем с поиском Корана, который вы можете найти онлайн.